Пути. Начинаем новую рабочую неделю вместе с нашей программой «Просыпайтесь», встречайте новый день вместе с нами. Всю эту неделю мы, как и прежде, в 7 часов утра будем просыпаться на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха», в студии Екатерина Винокурова. Последние дни остаются до конца лета, погода нас радует, поэтому наслаждайтесь последними теплыми днями, посвящайте его себе, прогуливайтесь как можно больше на свежем воздухе. Ну а мы обещаем вам готовить интересные выпуски, чтобы каждое утро ваше начиналось с хорошего настроения. И вот о чем мы будем говорить сегодня. В преддверии нового учебного года учреждения дополнительного образования открывают запись на кружки и секции. Поговорим, какие. В стране вырос спрос на индивидуальное жилищное строение. Сколько банки заработали за прошлый месяц, узнаем чуть позже. Прокат фильма «Барби» в России стартует уже на следующей неделе. И сегодня мы вам расскажем о человеке, который собрал более 4000 экземпляров этих кукол. Из новостей мира научных открытий мы вам расскажем про новости из Китая, где в одной из провинций нашли первобытный лес. А во втором блоке эфира ждем в студии специалистов из Центра занятости, с которыми поговорим об актуальных вакансиях на эту осень. Если вы еще не успели найти себе работу или как раз собираетесь поменять место работы, то тема будет как никогда для вас актуальна. А в завершении выпуска узнаем, что же советуют нам звезды. Ждет вас гороскоп на предстоящую неделю, так что оставайтесь с нами. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Утро Якутии». QR-код вы сейчас видите на своих экранах. Можете навести камеру на него и сразу попадете к нам. Будете в курсе всех последних событий, о которых мы говорим не только в эфире. Ну а далее давайте знакомиться по традиции с погодой. Итак, по данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 5-9 градусов тепла. В Заречной группе от 8 до 12, в южных 6 и 8, в Вилюйской группе от 3 до 12 градусов тепла, в Нижнеленских 11-12, в западных от 5 до 10, в Колымендигирской группе от 6 до 12, в Янских плюс 9-15, на северо-западе от 9 до плюс 16. Температура воздуха в городе Якутске на 6 часов утра составила 16 градусов, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер 1 метр в секунду, северо-западный. Ну а днем нам обещают без осадков, ветер подует северо-западный со скоростью до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов тепла. Вот так вот лето вернулось, и это, конечно, не может не радовать нас. Новый учебный год принесет изменения в жизнь школьников. Перемены связаны не только с получением новых знаний, но и с организацией учебной работы, воспитанием, выпускными экзаменами, награждением за достижения и успехи. Более подробно об этих нововведениях узнавал наш коллега Дмитрий Тымыров. В школах ведут трудовое воспитание. В закон об образовании в Российской Федерации внесены изменения. Из документов, в частности, исключен запрет привлекать школьников к труду без согласия родителей. Таким образом, воспитание школьников будет включать в себя формирование у них трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Учеников обязали поддерживать чистоту и порядок в своей школе, участвовать в общественно полезном труде. Ребят, согласно поправкам в закон, можно привлекать к труду, который не предусмотрен в образовательной программе при соблюдении требований трудового законодательства. Российским выпускникам станут выдавать серебряные медали. Кроме того, законом теперь предусмотрено, что окончившие школу с 2 четверками и остальными пятерками в аттестате будут удостоены медали за особые успехи в учении 2-й степени – серебряная награда. Старшеклассники станут учиться по новым учебникам истории. С 1 сентября 11-классники начнут учиться по учебнику новейшей истории. В Минпросвещении России создана единая программа преподавания этого предмета. Под единую федеральную программу выпущен первый единый государственный учебник для 10 и 11 классов. В пособии впервые синхронизировали 2 курса истории России и всеобщая история.
В школах предусмотрены единые программы и единый стандарт качества. Школьники в разных регионах станут получать одинаковые знания. Им будет проще переходить из одного учебного заведения в другое. В законе об образовании понятие «премьерная образовательная программа» заменили понятием «федеральные основные образовательные программы». В школах также ввели обязательные для исполнения федеральную рабочую программу воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы. Занятия по профориентации. Каждую неделю в российских школах отныне станут проводиться занятия по профессиональной ориентации. Они запланированы в рамках единой модели профориентации. В образовательных организациях внедрят единую модель, для этого профориентационный минимум. В каждой школе будет выбран один из уровней реализации минимума – базовый, основной либо продвинутый. В школах и колледжах России станут работать советники по воспитанию. С нового учебного года во всех учебных заведениях появятся советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Эту должность ранее вводили в школах в 10 пилотных субъектов России. По итогам социологических исследований в течение 2 лет эксперимента отмечен качественный рост уровня доверия к новым специалистам. Нововведение в ЕГЭ и ЕГЭ ожидает выпускников следующего года. Теперь все участники экзаменов, в том числе выпускники прошлых лет, смогут изменить перечень предметов по выбору. Помимо этого, выпускники прошлых лет не будут сдавать единый госэкзамен вместе с остальными участниками. Они станут проходить ГИА в резервные сроки основного экзаменационного периода. Другое изменение касается военнослужащих. Служащие по призыву или контракту и желающие поступить в военные вузы смогут подать заявление об участии в ЕГЭ прямо по месту службы. О чем будут говорить в разговорах о важном. С начала учебного года предложена новая рабочая программа и методические рекомендации для их проведения. Участникам проекта предоставлены структурированные методы для проведения занятий, материалы, которые учитывают региональные особенности. Особое внимание уделено региональному компоненту. В рабочей программе на предстоящий учебный год запланировано 36 внеурочных занятий для развития ценностного отношения школьников к России, ее истории, природе и культуре. Занятия призваны сформировать внутреннюю позицию, которая будет способствовать ответственному поведению в обществе. В частности, сентябрьские занятия связаны со значимыми сторонами жизни человека в современной России. Эти и другие нововведения вступят в силу уже со следующего месяца. А 1 сентября наступает уже в эту пятницу. Школьники вновь сядут за парты, а учреждения дополнительного образования начнут заниматься с детьми по кружкам и секциям. Сегодня в нашей студии Карачайна Камыстюрова, старший методист Центра цифрового образования детей IT-КУП в городе Якутске. А поговорим мы с ней о начале нового учебного года и о том, какие же кружки в этом году будут работать в данном центре. Доброе утро, Карачайна. Доброе утро. Давайте для начала про деятельность центра, IT-КУП, с какого года он существует, какие имеет направления? Центр цифрового образования детей IT-КУП города Якутска, он был основан в апреле 2021 года в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». И целью деятельности нашего центра является как раз обучение детей в возрасте от 7 до 18 лет программам, которые направлены на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Так, в прошлом учебном году около 1800 школьников в возрасте от 7 до 18 лет абсолютно бесплатно прошли обучение по актуальным языкам программирования, таким как Python, C++, Java. Также научились сами разрабатывать мобильные приложения, освоили технологии 3D, виртуальной дополненной реальности, научились программировать своих первых роботов. Ну вот ребята приходят, записываются по направлениям, да, а вообще вот это какой-то определенный курс, сколько он длится, или весь год можно туда ходить? Да? Обучение у нас проходит один целый год, обучение начинается в сентябре и заканчивается 31 мая. Ага, ну вот как полный учебный год, да? А что касается преподавателей, вот кто эти люди, наверняка молодые тоже, да? Очень талантливые педагоги. В нашем центре всего преподают 19 опытных педагогов. Вы верно подметили, у нас состав относительно молодой. Это выпускники в основном Северо-Восточного федерального университета,
очень талантливые педагоги. Мгм. Но в этом году ожидают ли ребят новые направления, кружки? Но вообще ежегодно наш центр он пополняет перечень своих образовательных программ. В этом учебном году в нашем центре планируется введение новой программы, такой как геймдизайн, как раз для школьников начальных классов. В данном направлении ребята у нас обучатся трехмерному моделированию. Также будет новое направление UI/UX дизайн. Это как раз для тех ребят, кто хочет углубить свои знания в компьютерной графике и более углубленно изучить дизайн сайтов. Также появится новое направление по 3D-прототипированию с элементами изучения дронов. А также для ребят, у кого есть интересные IT-идеи, и они хотят упаковать свои идеи уже в готовые проекты, в продукты, наши педагоги разработали уникальную программу, которая называется Future Tech. Мгм. Ну вот вы сказали, да, что ребята могут создавать какие-то свои собственные проекты, приложения, да, а вот если взять в пример кого-то, да, вот такое, чего, может быть, не ожидали, да, от кого-то какое-то открытие было сделано с одним из Воспитанников наших, да? IT. Ну, у нас очень много талантливых ребят, конечно, обучается. И, ну вот, наверное, один из ярких таких у нас воспитанников — это Филиппов Глеб. Он у нас обучается по многим направлениям. В прошлом году он разработал интересное приложение с дополненной реальностью. Это был виртуальный сборник по физике, где он как раз раскрыл некоторые законы физики, так скажем, в дополненной реальности. Ну вот, интересно, да, какие мероприятия, да, вообще проводятся, конкурсы в IT-кубе? Ну, действительно важное место в нашей деятельности имеет организация проведения мероприятий различного уровня. Это всевозможные конкурсы, олимпиады, хакатоны по робототехнике, конструированию, программированию. Но если говорить о самых значимых, то можно отметить мероприятия, в которых мы являемся организаторами, такие как муниципальный этап всероссийского конкурса «Моя профессия IT», а также муниципальный этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по таким компетенциям, как графический дизайн, системное администрирование, архитектура и основы алгоритмики и логики. Кирчана, мы сейчас ненадолго прервемся, да, после чего продолжим говорить о деятельности центра и как можно туда записаться. Оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Правительство продолжает работу по обеспечению жителей регионов качественной питьевой водой в рамках федерального проекта «Чистая вода». Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительных субсидиях, которые поступят в 11 регионов России. В их число вошла и Якутия. Общая сумма финансирования превысит 843 миллиона рублей. Главная задача заключается в обеспечении к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88 жителей России. В федеральном бюджете на мероприятие этого проекта в 2023 году предусмотрено 46,5 миллиардов рублей, в 2024 году почти 27 миллиардов рублей. Рост ВВП России в этом году может превысить 2,5%. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, меры правительства по сглаживанию последствий от санкционных ограничений оказались эффективными. Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановления экономики около 2,5%, может быть даже выше, отметил Силуанов. Таким образом, Россия сможет отыграть падение, которое произошло в прошлом году, уточнил министр. Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что рост российского ВВП по итогам года составит более 2%. В Казахстане за год на 70% увеличилось число компаний с российским капиталом, рассказал торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов. Всего в стране зарегистрировано 18 тысяч российских компаний. Это почти треть от всех иностранных организаций. По данным официальных казахстанских источников, на 1 августа 2023 года их было более 41 тысячи. В основном в Казахстане регистрируются небольшие компании из России. Доля крупного бизнеса составляет менее 0,1%.
Угледобывающая компания «Элси» построила 200 километров Тихоокеанской железной дороги. Вот путей запланирован на 26 год. Железная дорога станет самой длинной частной железнодорожной магистралью в России и позволит поставлять до 30 миллионов тонн угля в год в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Общая протяженность путей составит около 1300 километров. Отмечается, что производительная мощность Ильгинского угольного комплекса составляет 3,5 миллиона тонн угля в год. При этом компания продолжает системное наращивание производственных параметров, в том числе в части повышения объемов отгрузки горной массы. Глава Якутии обсудил проект указа о стратегических приоритетах сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в республике с членами собрания общественности Тюмю. Напомним, этот совет был создан по указу главы весной этого года. Участники встречи рассказали о проделанной за последние годы работы в сфере культуры, а также поделились планами на следующие 5 лет. В ходе встречи с главой республики деятели культуры внесли предложения по проекту указа главы. Действительно, сейчас в нашей республике создаются уникальные возможности для развития творческого потенциала молодежи, для сохранения традиций. И сейчас назрела необходимость расширения контента, содержательной части нашей работы и созданию такой действующей программы, действенной программы мы сможем усиливать наш контент, мы можем формулировать свой контент, формировать его, в том числе, естественно, на родных языках, что очень важно для сохранения родной культуры, и проецировать его в мировое пространство. Это главная цель. Доброе утро. Мы продолжаем. Напомню, что в нашей студии Карачана Камюстюрова, старший методист Центра цифрового образования детей IT-Куб в городе Якутске. В центре IT-Куба мы знаем, что ведется образовательная деятельность по такой интересной программе, как IT-школа Samsung. Вот что это такое, поподробнее можно? Да, действительно, в этом году, в 3-й год, уже будет реализовываться программа IT-школа Samsung. Эта программа была разработана компанией Samsung Electronics еще в 2014 году и на сегодняшний день действует по всей России. Целью программы является обучение детей объектно-ориентированному программированию на примере языка Java. В результате обучения по данной программе у нас ребята разрабатывают собственные мобильные приложения для Android, для платформы Android. Как раз в эти дни у нас идет конкурсный отбор на обучение по данной программе. Для того, чтобы попасть в учебные группы ребятам, необходимо пройти 2 этапа. Им, во-первых, необходимо зарегистрироваться и пройти онлайн-тестирование на платформе, на сайте данной программы. И в результате положительного результата тестирования ребята будут приглашаться на очный этап уже непосредственно в наш центр на площадке. И как раз данное направление оно дает большие возможности для школьников с 8 по 11 классы. Во-первых, это также бесплатное обучение актуальному языку программирования Java. В результате обучения дети уже смогут разработать собственный продукт, это приложение мобильное, и также продемонстрировать его на всероссийском конкурсе проектов от компании Samsung. Какие возможности открываются? Он как раз проходит в конце учебного года, и в случае успешного участия, если ребенок становится призером или победителем, он получает дополнительные баллы при поступлении в вуз. Ну и, естественно, конечно же, сертификат они получают по результатам изучения данного курса от компании Samsung Electronics и, конечно, всевозможные мерчи. Ну и, конечно, самая такая информация для родителей. Сейчас нас, наверное, многие смотрят и думают, как же записаться можно, как своего ребенка записать в этот такой дающий возможности центр IT-Куб. Запись на новый учебный год у нас началась 25 августа. В этом учебном году в нашем центре будет реализовываться 45 дополнительных образовательных программ по 22 направлениям. Еще раз повторюсь, у нас ребята могут обучаться в возрасте от 7 до 18 лет. И записаться в этом году можно через портал госуслуг и непосредственно в нашем центре по адресу Горького, 98/1. Карачана, огромное вам спасибо, удачи в работе и всех приглашаем, ребят, на новый учебный год. Далее прервемся ненадолго.
Это «Утро Якутии», ну а далее давайте ознакомимся с новостями из мира науки. Индийский корабль Чандраян-3 передал первую фотографию южной стороны Луны. Организация космических исследований страны показала плоскую поверхность спутника. Снимок был сделан примерно через 3 часа после приземления аппарата. Ранее были представлены 4 изображения, сделанные во время приземления Чандраяна-3. Усыпанная дырами Луна напоминает дрожжевое тесто. Посадочный модуль находился на лунной орбите более 2 недель, а затем спустился на юге космического тела в среду. В данный момент аппарат исследует местность. Миссия займет 14 дней. Индия является 4-й страной после США, России и Китая, которая благополучно приземлила корабль на Луну. Но сейчас она стала первой, кто сделала это на южном полюсе Луны. А в Китае тем временем на глубине 182 метров нашли первобытный лес. Подземный мир скрывался внутри геопарка Лэйфэншань. Пещеры содержат более 60% карбонатных пород Девонского и Пермского периодов толщиной 3000 метров. Открытие было совершено в мае 2022 года, но сейчас китайские ученые представили отчет и заявили, что в лесу могут обитать ранее неизвестные виды растений и животных. Некоторые древние деревья, растущие на дне, достигают почти 40 метров в высоту. А в июле этого года банки зафиксировали бум на кредиты для строительства или покупки частных жилых домов. Например, Сбербанк зафиксировал новый рекорд. Так, жители Северо-Западного федерального округа оформили кредиты на строительство и покупку частного жилья на общую сумму более 4 миллиардов рублей. Такой результат стал новым рекордом с момента действия программы. Высокий прирост на рынке частного строительства связан не только с сезонной активностью покупателей, но и с рядом законодательных реформ. Значительно повлияло распространение льготных программ на загородные объекты и смягчение условий выдачи ипотеки. Взять ипотеку на ИЖС сегодня можно без дополнительного обеспечения на период стройки. Также появилась возможность при кредитовании выбирать: самостоятельно строить дом или же с подрядчиком. Ну а осень – отличная пора для ремонта в квартирах и домах. Сегодня в нашей рубрике «Советы юриста» мы расскажем вам о таком понятии, как перепланировка. Порой люди, покупая квартиру, начинают сносить стены, возводить другие, а порой это может обернуться минусом и для нас, и для наших соседей. Что можно делать и знать перед тем, как вы собрались сделать перепланировку своей квартиры или дома, расскажет Вероника Тамтосова. Зачастую, приобретая новую квартиру, начинают перестройку, а потом узнают, что, оказывается, перепланировка произведена таким образом, что зарегистрировать изменения невозможно, соответственно, возникают сложности при реализации жилого помещения. Чтобы это не произошло, давайте разберемся, что такое перепланировка. Перепланировка жилых помещений может включать перенос и разборку перегородок, перенос устройства дверных проемов, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений и так далее. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных систем, санитарно-технического, электрического и другого оборудования. Здесь нужно понимать, что перепланировка и переустройство – это одно, а реконструкция – это уже совсем другое. В многоквартирном жилом доме зачастую реконструкции запрещены. Для каких изменений необходимо согласие соседей? Для тех изменений, которые связаны с общим домовым имуществом, что в принципе сделать в многоквартирном жилом доме нельзя. Нельзя преобразовать нарушающую стабильность несущих стен. То есть несущие стены во всей квартире убрать ни в коем случае невозможно. Здесь зависит это от этажности, то есть какой-то элемент в виде проема возможен, но необходимо его усиление, а также нужно учитывать, где, на каком этаже располагается квартира. То есть если речь идет о первом этаже, возможно, что несущую стену трогать категорически запрещат. Увеличение санузла за счет комнат. Согласно санитарным требованиям, кухни, санузлы должны находиться на одной линии. То есть нельзя, чтобы у вас находилась кухня, а у соседей спальня. Также нельзя допустить, чтобы вы расширили санузел за счет комнаты и под вашим санузлом у кого-то находилось жилое помещение. Это противоречит санитарным нормам.
Утепление полов за счет общей системы отопления, обустройство кухни или комнаты под санузлом соседей, переустройство чердака или надстройки мансарды, закрытие доступа к стоякам и счетчикам, пристраивание лоджии и террасы к этажам выше первого. Все это запрещено. То есть даже можно не обращаться о фиксации данных изменений. Если вы изменения уже произвели, то их узаконивание допускается в судебном порядке. Сразу хочу обратить внимание, что здесь однозначно понадобится экспертное заключение и обратиться в установленном порядке о том, чтобы согласовать эти изменения. Конечно, лучше все согласовать заблаговременно, разработать новый технический паспорт и получить разрешение на внесение изменений. Но если вы уже даже приобрели жилое помещение, в котором внесены изменения, которые не отражены на техническом паспорте, если они не противоречат действующему законодательству и допустимы, то их узаконить также возможно. Доброе утро, мы продолжаем. Давайте самое время узнать о том, какие праздники отмечаются в мире. К примеру, в Мексике сегодня отмечают День бабушек и дедушек, в Южном Судане День отца, а в Польше День авиации. Какие же праздники отмечаются в нашей стране сегодня, 28 августа, узнаем далее. Сегодня в мире отмечают День мечты. А по народному календарю Успение Пресвятой Богородицы. Этот день на Руси совпадал с окончанием сезона летних полевых работ. По погоде в этот день предсказывали то, какой выдастся осень и зима. Солнечное тепло на Успение, бабье лето будет не жарким. В небе стоит радуга, осень выдастся теплой и солнечной. Видно много паутины, зимой будет мало снега. Дождь пошел, значит ненастная погода сохранится до конца сентября. Гром и гроза, осень наступит рано и принесет много дождей. Это день в истории. В 1851 году открыто сквозное железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой. В 1901 открытие трамвайного движения в Твери. В 1908 состоялся первый полет первого российского дирижабля «Учебный». А в 1920 проведена всероссийская статистическая перепись. В 1974 Совет министров СССР принял постановление за номером 677 о выдаче паспортов колхозникам, что уравнивало их в правах с горожанами. В 1991 отправлен в отставку Кабинет министров СССР, правительство Павлова, последнее правительство в истории Советского Союза. В 2008 году произошло землетрясение в районе озера Байкал с магнитудой 9 баллов. В этот день родились. В 1935 году появилась на свет Ашрапова Лидия Леонтьевна, советская и казахстанская актриса. В 1936 Шавкат Абдусаламов, российский живописец, сценограф, художник кино, литератор. В 1972 Борис Хлебников, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. В 1983 Иван Житков, российский актер театра и кино, телеведущий. Именины сегодня отмечает Мария. В поселках Тикси и Махсагалок Булунского и Хангаласского районов появились новые муралы. Их нарисовали в рамках ежегодного фестиваля современного искусства «Лето Якутия». Мурал «Место встречи в Тикси» украсил фасад жилого дома по адресу Ленинская, 15. Своим творчеством дом украсил художник из Нижнего Тагила Илья Федотов. Работа показывает историю жителей поселка, момент, когда после долгой непогоды прибыл рейс с важными товарами и радостную встречу близких. В поселке Махсагалок работал художник из Казани Рустам Салимгараев. Его произведение расположилось на фасаде пятиэтажного жилого дома по улице Соколиная, 8. Мурал дополнил территорию нового сквера первостроителей, который был построен в прошлом году по проекту «Тысячи дворов» на Дальнем Востоке. Попался вот этот объект в Махсагалохе, я изучил историю, вот эти все архивы, и придумалась вот эта идея сделать вот такую работу с мальчиком, который лепит
из песка городок, и этот городок, как бы он в отражении превращается уже в настоящий вид махсоголоха. Были переживания людей и вопросы частые о том, что вот, а сколько эта работа продержится, то есть людям нравится работа, и они переживают, что вот она максимально долго сохранилась, возможно, там вот на годы, века, потому что все-таки не часто у них такое происходит, и вот это яркое пятно они хотят, как бы, чтобы оно подольше просуществовало. Я думаю, что благодаря вот таким рисункам, муралам наш город и вообще вся республика становится только краше. И отрадно, что это не просто рисунки, но они имеют еще и какой-то вот глубокий смысл. Ну а мы плавно переходим к нашей рубрике «Гороскоп». Так, начало сентября станет особенным, и на это повлияют некоторые астрологические события. Последние дни августа и начало сентября продолжат тенденции предыдущей недели с учетом ретроградного движения 7 планет, включая личных Меркурия и Венеры. Некоторое торможение любых процессов будет продолжать почти всю неделю до выходных. Но зато у большинства из нас появится хороший повод проанализировать прошлые дела и события, внести корректировки в свои текущие цели и задачи. Так, давайте же узнаем, что нас ждет на этой неделе. Овны. Овнов на этой неделе ждут новые возможности, особенно в карьере. Будьте готовы к внезапным предложениям и вызовам. В личной жизни не исключены небольшие турбулентности, но они быстро минуют, если проявить терпимость. Старайтесь контролировать свои финансы, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Тельцы. Тельцы обнаружат, что их усилия, приложенные в начале лета, наконец начнут приносить плоды. Ваши достижения будут признаны, и это принесет удовлетворение. В отношениях царит гармония, и это время, чтобы углубить связь с партнером. Финансовая стабильность обещает небольшие, но приятные бонусы. Близнецы. На этой неделе близнецы могут почувствовать, что все вокруг ускоряется. Новые возможности, новые знакомства и новые идеи могут показаться немного ошеломляющими. Не бойтесь принимать решения, доверяясь своему внутреннему голосу. Раки. Эта неделя для вас отличное время для самореализации. Ваши креативные идеи найдут признание, вы будете на пике своей производительности. В личной жизни возможны глубокие, откровенные разговоры с близкими. Финансовая сфера стабильна, но следите за своими расходами, чтобы избежать неожиданных издержек. Львы. Последние дни августа дарят львам мощный заряд энергии и вдохновения. Появляется ощущение, что перед вами открываются все двери. В рабочих делах возможно неожиданные, но приятные изменения. В отношениях время заботы о близких. Девы. Девы, на этой неделе вы можете ощутить усталость от прошедших месяцев. Не бойтесь уделять время себе. Релакс и отдых помогут восстановить силы. В отношениях возможны мелкие недопонимания, но все разрешится благодаря вашей дипломатии. Весы. Весам эта неделя принесет немало впечатлений, вероятны встречи с интересными людьми. Работа потребует креативного подхода. В отношениях важно доверять своему партнеру и избегать ссор из-за пустяков. Скорпионы. Скорпионы, ваша харизма и уверенность притягивают к вам людей. Вы будете в центре внимания, и это время использовать свое влияние для достижения целей. В личной жизни страсти могут закипеть, но важно сохранять гармонию. Стрельцы. Стрельцам на этой неделе благоприятствуют звезды. Это время путешествий, новых открытий и приключений. Рабочий проект, возможно, потребует дополнительных усилий, но результат будет того стоить. Личные отношения приобретают гармонию и понимание. Финансы требуют обдуманного подхода. Козероги. Козероги, возможно, вам предстоит принимать важное решение. Не спешите, взвесьте все за и против. На работе ваша целеустремленность и ответственность будут оценены коллегами и руководством. В отношениях важно доверие, общайтесь и высказывайте свои чувства. Водолеи. Водолеи могут наслаждаться периодом творчества и новых идей. Ваши нестандартные решения будут востребованы на работе. Личная жизнь принесет немного романтики и неожиданных сюрпризов. Финансовая ситуация стабильна, но не исключены небольшие неожиданные траты. Рыбы.
Рыбы, вас ждет период глубокой интуиции и понимания окружающего мира. В работе ваши коллеги будут рады вашей поддержке и советам. В личных отношениях важна искренность. Не бойтесь открываться и говорить о своих чувствах. Финансово период благополучия. Хорошее время для инвестиций или покупок. Доброе утро. Сразу после выпуска новостей ожидаем в нашей студии руководителя управления занятости населения городских округов офис «Моя работа» в городе Якутске Марию Слепцову. Поговорим с ней об актуальных вакансиях на рынке труда в республике. Ну а далее передаю слово нашим коллегам, после чего снова встречаемся в нашей студии. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Задания, связанные со специальной военной операцией в Украине и присоединением новых регионов РФ, включены в единый государственный экзамен по истории в 2024 году. Так, в задании номер 5 выпускнику необходимо установить соответствие между событиями и участниками этих событий, в числе которых приводится СВО. В задании номер 2 выпускнику необходимо расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как сообщал министр просвещения страны Сергей Кравцов, новые учебники для 10-11 классов по истории России и всеобщей истории, включающие СВО, уже разработаны. По словам министра, учебники для 11 классов доставят во все школы страны до 1 сентября. Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты, определяющие структуру и содержание ЕГЭ в будущем году. Поправки коснутся экзаменов по русскому языку, литературе, математике, информатике, физике, биологии, истории, обществознанию, географии и иностранным языкам. По химии и базовой математике изменений в 2024 году нет. Так, к примеру, в экзамене по русскому языку были изменены формулировки заданий 13 и 14 в пользу множественного выбора. В задании 27 теперь потребуется привести пример аргумента на основе жизненного, читательского или историко-культурного опыта. Кроме того, была изменена система оценивания заданий 8, 26 и 27. В ЕГЭ же по математике было включено задание по геометрии с векторами. Офтальмологи из Якутска провели операции в Жиганском районе. Районная больница ранее подготовила к операции стоящих на учете и нуждающихся жителей. Также работники больницы подготовили малый операционный зал, установили доставленные на грузовом теплоходе все нужные медикаменты и аппаратуру. Врач Максим Дичковский работал на базе Жиганской больницы с 16 по 23 августа. За эти дни ему удалось осмотреть 70 человек. Из них 35 пациентов с диагнозом возрастная катаракта были прооперированы. От бревна к легенде. В Якутске назовут имена победителей открытого международного конкурса деревянных скульптур «Легенды Севера». На протяжении 4 дней в парке Юрдел мастера работали пилами, рубанками и стамесками, скульпторы из разных районов республики и даже из жаркого Краснодарского края. Работы мастеров столярного зодчества будут оценивать профессиональные жюри. Ими также может полюбоваться любой горожанин или гость Якутска. У нас герой Ардахтай Барган, меткий стрелок. Вот эту скульптуру я делал на голландском луче по бетону. И сейчас попробую. Это же композицию уже делаю вот из дерева. Ну, я думаю, дерево тоже надо уважать. И в будущем будет оживать резьба по дереву. Уникальные находки на Средней Лене обнаружили школьники из Хангаласского района в рамках экспедиции «Илиада». Впервые на Средней Лене был найден фрагмент черепа нейлеплестоценового подвида сибирского сайгака. Кроме того, школьники также обнаружили останки снежного барана, древнего лося, бизона, а также шерстистого носорога и мамонта. Поход был организован специалистами национального парка Ленские столбы при поддержке администрации Немюгюнского наслега.
Документально-анимационный фильм «Дети войны» режиссера Сарданы Барабановой вошел в шорт-лист 9-го кинофестиваля короткометражных фильмов «Перерыв на кино», посвященного Великой Отечественной войне. В фильме реконструированные с помощью художественных рисунков и анимации рассказы детей войны в Якутии. Герои фильма – жители Татинского улуса, которым во время войны было от 6 до 14 лет. Они выживали в голоде, холоде, трудились наравне со взрослыми и видели смерть близких. Подведение итогов кинофестиваля «Перерыв на кино» и церемония награждения лауреатов пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм». К этому часу это все новости. Хорошего дня. Доброе утро. Это утро Якутии, 28 августа на календаре. Осень вот уже совсем близко, и это отличное время для желающих сменить место работы, так как летом все мы приходили в себя после стрессовой весны. И вот, наконец, здравствуй, осень. Традиционно горячая пора для охотников на новую работу. После привычного летнего затишья на рынке труда обычно растет количество хороших вакансий. Компании, как правило, уже вовсю заняты планированием и бюджетированием на следующий год и четко понимают, каких специалистов и руководителей им нужно нанять и как можно быстрее. Нанимая осенью, работодатели рассчитывают, что к началу нового года новичок уже адаптируется в компании, разберется в процессах, пройдет испытательный срок и заработает в полную мощь. Сегодня в нашей студии руководитель управления занятости населения городских округов «Офис. Моя работа» в городе Якутске Мария Слепцова. Как раз с ней мы поговорим о вакантных местах на рынке труда. Мария Трофимовна, доброе утро. Утро доброе. Расскажите, почему же эксперты считают, что осень действительно это вот такая самая удачная пора для поиска работы? Я соглашусь действительно экспертами, осень – это замечательная, прекрасная пора для поиска работы. Это когда, долгожданное наше лето после таких долгой зимы наступило. Мы все, конечно же, удовольствуемся летом. И когда лето заканчивается, отпуска заканчиваются, организации оживляются, и люди начинают искать работу. И здесь, конечно, и опрос, и анализ показывает, что действительно больше людей находят работу как раз в сентябре и в октябре. Самое такое удачное время, удачные месяцы. Да. Ну а сегодня, сколько вообще вакантных мест, примерно, и какие самые востребованные на рынке? В городе Якутске у нас в базе данных 6542 вакансии, и превалируют рабочие профессии, это 3833, 56%, или надо сказать. Но здесь наиболее востребованными являются такие профессии, это из рабочих, если посмотреть, водители автомобиля. Но больше всего, здесь водители категории D требуются. Требуются также и грузчики, и уборщики, разнорабочие, дорожные работники, также и пожарные требуются, повара, продавцы. Из служащих у нас требуются, больше всего это различные инженеры, инспекторы, специалисты, также полицейские требуются, бухгалтера и так далее. Все-таки больше это такие мужские, скорее всего, профессии? Больше всего, да. А вот среди женских, если? Среди повара, женских, повара, продавцы, бухгалтера, они требуются. Список небольшой, увы. А спрос и предложение на рынке, сопоставляются как-то друг с другом или есть какие-то расхождения? Конечно, есть расхождения, поэтому и есть у нас на сегодня состоящие на учете в качестве безработных, вообще, в целом по России и в республике, в городе Якутске. Если посмотреть город Якутск, у нас на сегодня ищущих работу 1568 человек, как я и сказала, 6542 вакансии. То есть спрос
у нас, значит, в 4 раза и более больше, чем предложение. Вот если даже вот посмотреть, вот в городе Якутске, да, вот только что сказала, водителей автобуса требуется 283 вакансии, а у нас состоящих на учете всего 6 человек. Поэтому, значит, здесь, конечно, это очень большой разрыв, да, конечно же, нехватка кадров, нехватка людей, а вакансий больше. Конечно же, это в промышленности самая большая нехватка людей. Здесь поэтому, значит, вот делается все для того, чтобы люди были трудоустроены в те или иные организации. А кто вот чаще всего ищет работу? Это вот люди с образованием, с каким образованием? Или есть без? Здесь, конечно, вот если статистику посмотреть, да, превалируют, конечно, женщины, да, здесь 56 где-то процентов. Далее, значит, это граждане, которые уволены по собственному желанию и которые работали как раз, значит, вот служащими. То есть здесь показывает, что люди имели либо среднее профессиональное образование, либо высшее образование. Поэтому, значит, здесь, конечно же, это те люди, которые на сегодня и состоят на учете, либо в поисках сами находятся, да, значит, это служащие. Я знаю, что давно уже, да, при центре открыты курсы для людей, которые хотят перепрофилироваться, да, или наоборот получить какие-то новые знания. Про эти курсы расскажите. Когда гражданин к нам обращается, у нас, значит, мы даем анкету, да, для заполнения. Вообще, в каких целях он встал к нам, какие вообще услуги он хочет получить. И здесь каждый второй указывает о том, что ищет работы и хочет перепрофилироваться, либо получить профессиональную подготовку, да, или какую-то профессию новую. И в этом году мы направили 532 человека на курсовое обучение. Из них, значит, вот по 2 у нас есть программам. Это государственная программа содействия занятости населения в Республике Саха-Якутия. Через эту программу мы направили 255 безработных и 5 незанятых граждан. А вот через национальный проект демографии, наверное, такое слышали, да? Здесь, значит, вот мы направили по городу Якутску 272 человека. А бесплатные ли эти курсы? Эти курсы все бесплатные, да, и на сегодня у нас идет также на переквалификацию набор сметное дело. Для начинающих, допустим, на сегодня у нас оператор автозаправочной станции идет набор, также на машиниста бульдозера, на машиниста башенного крана, кассира торгового зала, и также у нас идет на младшего воспитателя. Вот кто интересуется этими курсами, могут они обратиться также к нам и бесплатно могут пройти эти курсы. Также вот как раз в сентябре месяце вот через национальный проект демографии у нас будут открываться новые профессии и специальности, да, и те, которые хотят обучиться, могут открыть на сайте «Работа в России» на портале, да, где идет вообще это обучение, национальный проект демографии, и там могут получить вот весь спектр, на каких курсах мы будем обучать. Отлично. Ну вот времени у нас остается всего ничего. Ярмарка вакансий вот предстоящая когда ожидается? 6 сентября, это уже? на Петра Алексеева 19/3 в нашем офисе, да, те, которые на сегодня ищут работу, могут к нам подойти, также и работодатели, которые в подборе необходимых работников нуждаются, также могут подать свои вакансии, да, и, конечно, всех мы приглашаем на эту ярмарку. Присоединяюсь к вашим словам. Мария Трофимовна, огромное вам спасибо за полезную информацию этим утром. Отличного дня вам и хорошей работы. Спасибо. А мы продолжаем. В первой городской школе Ленска поспели арбузы. Все лето за ними ухаживали ученики совместно с садовником Полиной Афанасьевной, которая и была инициатором экспериментальной высадки теплолюбивой ягоды в суровых якутских условиях. Эксперимент удался. Наша съемочная группа побывала в школьном саду. Первая школа единственная в городе, где есть свой яблоневый сад и огород. Каждый год садовник Полина Федорова вместе с учениками высаживает новые яблони в саду и выращивает в огороде овощные культуры. Сегодня это кабачки, баклажаны, тыква, кукуруза, также подсолнечник. А еще в этом году впервые Полина Афанасьевна решила попробовать вырастить арбузы. Было посажено более 80 саженцев, прижились только 40. Технология выращивания, рассказывает садовник, очень простая. Не надо посынковать,
Надо только вовремя поливать и подкармливать. Маленькие такие прорезы делаем в грядках на пленке и поливаем только через эти маленькие прорезы. Ухаживали за арбузами ребята, ученики школы. Все лето во время практики они трудились в огороде. Мы делали грядки, отделяли, накидывали пленки. Потом в этих дырках были семена арбузов. Мы потом их поливали, они росли. Я думал, они не вырастут, они вот выросли вот такие большие. Один, самый большой, после очередной рабочей смены в огороде, Полина Афанасьевна разрешила ребятам срезать. И, конечно, первым делом мы его взвесили. Неожиданно и приятно. Его вес 7 килограмм. Специально для нашей съемочной группы Полина Афанасьевна с ребятами решили устроить дегустацию и проверить, насколько созрела ягода. С замиранием сердца дети ждали, когда Полина Афанасьевна разрежет арбуз. И немного расстроились, увидев, что он не дозрел. Арбуз очень вкусный. Несмотря на цвет, кажется, что он будто не дозрел. Но он очень вкусный и сладкий. С него даже течет сок. Действительно, арбуз очень вкусный, сладкий. Нам тоже удалось в этом убедиться. А главное, он экологически чистый, выращенный с особым уходом и заботой. Урожай ягоды садовник планирует собрать в конце августа. За это время арбузы, уверена Полина Афанасьевна, успеют доспеть. Нельзя не сказать, что в этом году ребята под руководством школьного садовника высадили 28 яблонь Стахойского сада Бурятии. Через 3 года надеются получить первые плоды. Светлана Балеева, Алексей Семенов, Ленск. Ну что ж, наша программа подходит к концу. Хочу напомнить, что сегодня в городе Якутске на 6 часов утра температура воздуха составила 16 градусов тепла. Ну а днем нам синоптики ожидают прямо настоящее лето. 26-28 градусов. Ожидается день без осадков. Температура воздуха прямо, вот еще раз повторюсь, летняя. Поэтому обязательно прогуляйтесь сегодня при любой возможности на улице. Отличного вам дня сегодня. Увидимся завтра в 7 часов утра на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха.